Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. А сейчас коротко о главном. Они не убежали, их отпустили. И это предательство. Министр внутренних дел рассказал журналистам об обстоятельствах побега преступников из СИЗО. О верности принципам. Встреча с ветераном национально-освободительного движения Абхазии Элеонорой Кузьмеди. Небесный покровитель Абхазии. В храме Евстафия Псильского в Очамчире прошел праздник в честь единственного абхазского святого. Девять сотрудников Дранского следственного изолятора, в том числе и начальник СИЗО, задержаны в связи с подозрением в пособничестве побегу 3 преступников из Дранской тюрьмы. Об этом сообщил вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахиян на брифинге в Арс-Мира. По факту побега следственной группой ОВД по Гулрыбскому району возбуждено уголовное дело. Министр также рассказал журналистам, на какой стадии находится расследование похищения предпринимателя, гражданина России Вачагана Петросяна. Подробности в репортаже Амрамичба. Самостоятельно, без помощи сотрудников милиции из Дранской тюрьмы сбежать невозможно, заявил на брифинге вице-премьер-министр внутренних дел Аслан Кубахия. Побег был организован. Это побег, сразу со всей ответственности могу заявить, что невозможно с абхазских тюрьм убежать, если нет предательства. Это не только предательство там, ведомственное, это предательство Родины. Все побеги, которые имели место и вот 2 дня тому назад, и до этого, это без помощи сотрудников милиции, это невозможно осуществить. Эти тюрьмы, особенно Дранская тюрьма, и особенно ЭВС, это те тюрьмы еще, которые были построены в 30-е годы. Там все предусмотрено для того, чтобы самостоятельно, какой бы он там Тарзан не был, пройти, уйти невозможно. 3 сбежавших преступников – это Гурамин Апшба, приговоренный к 15 годам заключения за убийство, Ривазу Грихелидзе, приговоренный к 11 годам за покушение на убийство, и Бачуки Латария, ранее уже совершавший побег из СИЗО, осужденный на 4 года за похищение человека с применением оружия. Заключенные СИЗО через незапертые двери проникли в административный корпус, далее на 2-й этаж, где взломали оконную решетку одной из комнат и спустились во внешний двор. Оттуда, воспользовавшись тем, что сотрудники охраны по неустановленной причине не контролировали вход пропускного пункта, вышли за территорию СИЗО и совершили побег. Аслан Кубахия с сожалением констатировал, что о побеге, который произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября в 2 часа 36 минут, доложили только в половине 10 утра. Они убежали в Грузию. У нас есть уже стопроцентная достоверная информация. В тот же день, в ту ночь. Вот только 9:30 нам доложили о том, что там произошел побег. Соответственно, я это все связываю, что пока те же преступники, которые должны были перейти государственную границу, где мы перешли, после того только не перешли бы они до вечера, наверное, до вечера нам никто не будет. А тем, кто убежал, пусть никто не думает, что они будут спокойно там припеваючи находиться. У правоохранительных структур, у силовых структур есть разные формы и методы борьбы и с этой категорией людей. Далеко, как говорится, не убежишь. Это вопрос чести. Это это наша работа. Вот сейчас перед вами была встреча с президентом, где четко поставлены эти задачи. В принципе, они понятны всем нам. И те, кто ушел, но если думает, что он ушел на территорию Грузии, и он находится в безопасности, он глубоко ошибается. На сегодняшний день 9 сотрудников следственного изолятора, в том числе и начальник, задержаны в связи с подозрением в пособничестве при побеге 3 преступников. Еще одна сообщница сбежавших, капитан галской милиции, которая посещала их накануне, задержана по подозрению в финансовом обеспечении всего плана побега. В отношении всех этих сотрудников правоохранительных органов заведены уголовные дела. 9 человек у нас арестованы. Вполне возможно, что будет и 10. Роль каждого человека будет известна. Я не могу сказать, что это организовал начальник тюрьмы, я не имею такого права, если и про кого-то. Но факт предательства налицо. Роль каждого – это уже определит следствие, суд и все остальное. Но хочу сразу заявить, что если бы раньше к такой категории людей, кто организовывал бы, подход был бы такой же, который, как мы сейчас поступили, для всех шок. Как это раньше так вот, как бы не планировалось, как бы не делалось такие вещи. Вот взяли и посадили. Как это так? А как по-другому быть?
Но все было сделано так, чтобы эти люди беспрепятственно ушли. Даже видеокамера, знаете, люди выходят там обычно, да, вот если он вырвался на свободу, таким быстрым шагом, люди вышли так как быстрым шагом, а потом тихо пошли. Знаете, они как бы не переживают, что сзади кто-то там побежит. Министр подчеркнул, что будут серьезные кадровые перестановки в структуре МВД и сообщил, что уже назначен новый исполняющий обязанности начальника СИЗО. Это герой Абхазии Рауль Крия. Ранее он был командиром специального подразделения МВД. Аслан Кубахи рассказал и о ходе расследования по другому резонансному делу – похищении гражданина России, предпринимателя Вачагана Петросяна. Как сообщил министр, на пути следования из Сухума в Ачамчиру около Тамышского поста предпринимателя догнала милицейская машина. Через громкоговоритель ему велели принять вправо и остановиться. Завезли в село Цагера, есть такое заброшенное село. Его служебная машина и еще машина, как говорится, преступников были сожжены в этом же селе. Хочу сказать, что пострадавшая сторона не идет на контакты. Мы их тоже понимаем, мы их особо тоже не беспокоим. Мы их тоже понимаем, что для них самое главное – безопасность ихнего человека. Но при очень скрупулезной работе, я думаю, что мы достигнем. Я вас уверяю, что оперативные службы и СГБ, и МВД 24 часа занимаются этой проблематикой. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахи заверил журналистов, что максимально будет информировать СМИ о ходе и результатах расследования по этим делам. Амра Амичба, Алексея Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Завтра, 4 октября, состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. В повестку дня включены два вопроса: об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2017 год и об одобрении перевода земельного участка на территории государственной дачи «Новый Афон» из категории земли специального назначения в категорию земли населенных пунктов под строительство детского сада. Постоянное представительство Республики Абхазия в ФРГ совместно с абхазо-адыгской диаспорой Германии организовали мероприятие ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В этом году местом празднования был избран культурный центр города Мюнхен-Гладбах. Сюда съехались в прошедшие выходные из многих городов и стран Германии и Европы представители абхазо-адыгской диаспоры. Участникам встречи были продемонстрированы исторические кадры ведущих телекомпаний мира 1993 года, передающие вести о победе Абхазии в Отечественной войне, зачитаны приветствия на абхазском, черкесском, русском, турецком, английском и других языках. Выступившая с докладом полномочный представитель МИД Республики Абхазия ФРГ Хибла Амичба подробно остановилась на исторических данных, событиях войны. Возможности и пути более масштабных контактов с диаспорой, начиная от всемирной переписи диаспоры и организации совместных проектов, обсуждались на состоявшемся на следующий день заседании актива диаспоры Европы, приуроченном к празднованию Дня Победы. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Закана Шамба ордена Махидзапша 3-й степени за многолетнюю творческую деятельность, вклад в развитие хореографического искусства и воспитание подрастающего поколения. Закан Шамба – бывший солист государственного ансамбля песни и танца Абхазии, заслуженный артист Республики Абхазия. Сегодня в центре имени Зураба Хачба встречали Элеонору Павловну Казмиди. Ветеран национально-освободительного движения Абхазии поделилась воспоминаниями о пройденном пути, о том, как отстаивалось право абхазского народа на свободу и чем ради этого приходилось жертвовать. О верности своим принципам в репортаже Сарисмар. Я жила в полном одиночестве. Так сложилась жизнь, что у меня никого нет. Но когда мне очень плохо, Боженька мне кого-то посылает. Элеоноре Казмиди 80 лет, активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, гречанка по национальности. Элеонора Казмиди родилась и выросла в Абхазии. Всегда считала справедливой борьбу абхазского народа за свободу, поэтому и отстаивала права абхазов говорить на своем языке, соблюдать свои традиции, развивать собственную культуру. Именно за эти принципы Элеонора Казмиди не раз подвергалась гонениям в 80-е годы. Несколько раз ее предупреждали об опасности физической расправы, но Элеонора Павловна была непреклонна. У некоторых, может быть, принципы меняются в жизни, у меня нет. Вот я с юности считала, что упал человек, дай ему руку. Плохо человеку, помоги ему.
И это не поза, и не красивое слово. Я действительно так поступала в жизни. Более 50 лет своей жизни Элеонора Кузьмиди проработала в Сухумском музыкальном училище. За это время она воспитала немало известных пианистов. Свою гражданскую позицию она выражала активным участием в работе Народного форума Айтгалара. Своим принципам Элеонора Кузьмиди осталась верна и во время Отечественной войны народа Абхазии. Проявленные ею стойкость и мужество в противостоянии с грузинами до сих пор пример для многих. Для меня Элеонора Павловна, Эля, как мы ее называли, это в первую очередь символ довоенной сухумской жизни, потому что это женщина неравнодушная. Это женщина, которая всегда занимала такую активную гражданскую, как мы сегодня говорим, позицию. Она настоящая сухумчанка, она настоящий патриот Абхазии. И она до войны очень много делала для того, чтобы жизнь сухумская, сухумчан стала как-то более разнообразной, что ли. Был знаменитый киноклуб, который мы посещали, были дискуссии. Я уже не говорю о той плеяде учеников, которых она создала. Настоящему испытанию Элеонора Павловна подверглась в тюрьме. Когда началась война, ее обвинили в незаконном хранении оружия и посадили. Оставляли без воды и еды на целые сутки, сажали в холодную камеру, отключали свет в карцере. В таких условиях Элеонора просидела в тюрьме более 3 месяцев. Они хотели убить меня с самого начала. Они меня туда бросили, а дверь оставили открытую. То есть она была прикрыта, лежит ключ и замочек. И туда довольно часто врывались гвардейцы, наставляли на меня автомат, имитировали расстрел, убегали, потом следующие. Пугали. Но была бы я подурнее. Вот, открыта дверь, беги. И при попытке к бегу меня бы просто расстреляли. Да, совершенно верно. Но я же не дурная. Я закрыла и сказала, возьмите ключ. Сорвала им это дело. В это время в Гудауте в пресс-центре велась большая работа по освобождению Элеоноры Кузьмиди. Международный комитет Красного Креста начал проводить бесконечные проверки в тюрьме, и вскоре грузины были вынуждены отпустить Элеонору Павловну из-под стражи. Мы, конечно, стали сразу бить тревогу. И депутаты, и журналисты, и мы от имени пресс-центра Верховсовета писали письма, писали везде, куда можно было только достучаться, и Amnesty International, Amnesty, то есть в какие-то правозащитные организации. Мы подняли очень большой шум, потому что мы понимали, что мы уже имеем дело с людьми, для которых совесть немножко как-то забытое понятие. И тогда и Красный Крест, и была организована большая общественная, можно сказать, кампания в защиту Элеоноры. И я думаю, что, в общем-то, это сработало. За свою жизнь этой хрупкой женщине пришлось пережить много горя. И все эти испытания не прошли даром. Сегодня она часто жалуется на плохое самочувствие. У нее слабое сердце. Но своему принципу всегда помогать тем, кто в беде, она никогда не изменит. Участники круглого стола поздравили Элеонору Павловну с 23-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии, подарили цветы и памятный подарок. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Министр обороны Мираб Кешмари объявил призыв граждан Республики Абхазия на военную службу и увольнение с военной службы граждан, проходящих службу по призыву. Согласно приказу министра обороны, на военную службу в октябре-декабре призываются граждане республики в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву в соответствии с законом о воинской обязанности. Командирам воинских частей и подразделений приказано уволить в запас с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек. Сегодня Абхазская православная церковь чтит память святого мученика Евстафия Апсильского. В честь праздника в храме Евстафия Апсильского в Ачамчире прошла божественная литургия, по окончании которой был проведен крестный ход. О церковном торжестве в честь единственного абхазского святого расскажет Симаргон. С самого утра в храме Евстафия Апсильского в городе Ачамчира начали собираться верующие. Православные христиане пришли в церковь, чтобы вспомнить святого мученика и небесного покровителя нашей страны. День памяти святого великомученика Евстафия Апсильского Абхазская церковь празднует 3 октября по новому стилю. Это единственный в мире абхаз, причисленный к лику святых. В честь праздника настоятель храма иерей Игорь Артемьев отслужил божественную литургию. Сегодня мы празднуем праздник в честь мученика Евстафия Апсильского. То есть на этой земле в древности, в 8 веке, жил князь Апсилов. Есть абазги, апсилы. Это древние. Сейчас это
Абхазия, абхазы. И он жил в этих местах и княжил. Евстафий Апсильский был первым абхазским мучеником, святость которого признана всей церковью. Святой правил Апсилией в начале VIII века. Родился Евстафий во времена Юстиниана II в семье правителя Апсилов по имени Марин. Евстафий Апсильский был захвачен в плен арабами при взятии ими крепости Сидерон в районе современной Цибельды. Отказавшись сменить православную веру, он принял мученическую смерть. Это произошло в городе Харан в Месопотамии. Поэтому Евстафия Апсильского называют еще мучеником харанским. Позднее у его мощей совершались многочисленные исцеления. Точно сейчас никто не знает, где его могила, но есть предположение, что он также в городе Харане есть, похоронен. Там есть такой святой, могила, которая очень почитается, Евстафий Евтихий Харанский. И многие мы так считаем, что это один и тот же святой, который был. Потому что о нем рассказывается, что его взяли в плен, и там он был пленен и замучен. И Евтихий Харанский источает много благодати, на его могиле молятся, исцеляются, и к нему даже и католики, и мусульмане приходят и просят молитв. Храм в честь мученика Евстафия был воздвигнут в 2008 году в городе Ачамчира. С тех пор двери его открыты для верующих. По окончании божественной литургии православные крестным ходом обошли храм и приняли участие в праздничной трапезе. Сима Аргуна, Аляс Курса, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. Абхазия в 5-й раз примет участие в крупнейшем в Восточной Европе агропромышленном форуме «Золотая осень-2016», который пройдет с 5 по 8 октября на территории ВДНХ в Москве. В 18-й международной агропромышленной выставке примут участие производители из 26 стран мира, 64 регионов Российской Федерации. Абхазия представит 14 компаний сельскохозяйственной продукции. За сентябрь на контрольно-пропускном пункте Ритинского реликтового национального парка было реализовано взрослых и детских билетов на общую сумму 37 миллионов 870 тысяч 350 рублей. Для сравнения, за сентябрь прошлого года на КПП Ритинского реликтового национального парка было реализовано взрослых и детских билетов на общую сумму 27 миллионов 424 тысячи 650 рублей. В общем, за 9 месяцев работы в текущем году на КПП Ритинского парка было реализовано рекордное количество въездных билетов на общую сумму 194 миллиона 241 тысяча 900 рублей. МУПСУИ сообщает, что в связи с ремонтными работами завтра, 4 октября, с 10 утра до 16 часов вечера в Сухуми будет обесточен район Маяка и прилегающих к республиканскому стадиону улиц. И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 26-28 тепла. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.